Республика отпраздновала 1 мая. В этот день практически во всех городах и районах прошли праздничные митинги. В Сыктывкаре профсоюзы призвали еще раз пересмотреть отраслевые системы оплаты труда. В Воркутинце начали рассмотрение программы развития региона. Еще одним заметным событием стало обновление доски почета на Стефановской площади столицы. Виктория Палкина успела побывать везде. На доске почета 20 новых фотографий. На них победители конкурса «Лучший в профессии». Здесь и капитан теплохода из Печоры, и воспитатель детского сада из Прилузья, и ударский преподаватель по классу баяна. Кроме представителей бюджетной сферы, газовики, нефтяники и журналисты. Педиатр Сыктывкарской поликлиники Валентина Селькова на торжественную церемонию пришла в сопровождении родных. Это для меня настолько волнующее событие. Я рада, что внесла вклад в состояние республики, наше будущее поколение. Представители профсоюзов региона говорили о бюджетниках и опасных производствах. Кроме того, активисты намерены заключить соглашение с правительством региона о минимальной заработной плате. Собравшихся на Театральной площади волновала безработица на селе и дешевая рабочая сила в лице мигрантов. Лидер профсоюзного движения Людмила Лишенкова призвала коллег не терять свою активность. Люди стали более активны, участвуют во всех мероприятиях, которые проводят профсоюзы, потому что видят у нас поддержку, видят наши действия и стараются тоже соответствовать этому же. Первомайскую эстафету профсоюзы передали коммунистам. Те вспомнили весенние демонстрации времен Советского Союза и выступили в поддержку украинского народа. Идет серьезное столкновение, чуть ли не гражданская война. Понятно, что люди там борются за свое право жить в демократическом государстве. Они стремятся жить в России. Крым эту проблему решил. И мы очень рады, что они с нами. Коммунисты собирают помощь для жителей тех районов Украины, где 1 мая встретили не с флагами и плакатами, а с оружием в руках. Лозунги «Мир, труд, май» на Театральной площади сопровождал шум воды. Традиционно в эти праздничные дни здесь запустили фонтаны. Так что те юные сыктывкарцы, которые еще не определились со своей партийной принадлежностью, просто обрадовались этому водному зрелищу. Виктория Палкина, Олег Остромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.